Коллеги, меня слышно, видно? Меня не видно. Презентация видна? Да, презентация видна. Все, спасибо большое. Итак, уважаемые коллеги, сегодня в рамках сегодняшнего семинара мы с вами проведем, некий такой, можно сказать, обзор проекта демоверсии КИМ ЕГЭ на 2023 год по английскому языку, который нам предлагает Федеральный институт педагогических измерений. Ну, что хочется сказать. Всем нам понятно, в общем-то, мы понимаем, знаем, что с прошлого года, даже не с прошлого, а с этого года, получается, с 2022 года, да, ЕГЭ проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. И вот в 2023 году, опять же, продолжается некая корректировка экзаменационных моделей по большинству учебных предметов, в соответствии как раз с ВГОСами. Ну и все изменения, в том числе и как раз включение в контрольные измерительные материалы новых заданий, направлены как раз на усиление такой деятельностной составляющей экзаменационных моделей. Применение умений, навыков, анализа различной информации, такие умения, как решение задач, в том числе практических, да, развернутое объяснение, аргументация. То есть вот подобные типы заданий сейчас все чаще и чаще появляются в КИМах по как раз ЕГЭ, по разным предметам, не только по английскому языку. Ну и вот на данный момент происходит такое общественное профессиональное обсуждение, то есть такая процедура, ежегодно она происходит в сентябре месяце, в рамках которой как раз каждый абсолютно заинтересованный человек, педагог, будь то, не знаю, родитель, может задать свои вопросы по предложенным, по выложенным уже размещенным проектам демоверсий, внести свои предложения на адрес Федерального института педагогических измерений. К сожалению, вот только сегодня, уже 30 сентября, но я думаю, что, в принципе, сегодняшний вечер еще вполне может быть как бы рабочим в данном направлении. Можно что-то спросить, что-то предложить, и ваш голос учтется, так сказать. Итак, уважаемые коллеги, демоверсия КИМ ЕГЭ состоит также, в общем-то, из двух частей, письменной части и устной части. Я сразу проговорю такой момент. Все-таки мы говорим с вами о проекте, да, проекте, который предложен на рассмотрение. То есть проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2023 года. Я могу просто оговариваться, демоверсия, но мы понимаем, что это проект. Это еще не утвержденная демоверсия. Итак, возвращаюсь. Письменная часть также включает в себя 4 раздела, традиционных раздела, 3 из которых, в общем-то, направлены на разные виды речевой деятельности. Это аудирование, чтение, письменная речь. И вот один раздел у нас как раз направлен на проверку сформированности языковых различных компетенций, грамматика, лексика. В общем-то, довольно-таки традиционные разделы, изменений здесь пока что, в общем-то, как будто бы не наблюдается. Да? Если вы отслеживали новости ФИПИ, то наверняка уже в августе месяце видели такой замечательный документ, размещенный как раз на сайте, где очень четко в табличном варианте прописаны планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года по разным предметам. Если говорить, взять вырезку по нашему с вами предмету иностранные языки, то можно увидеть такую вещь, что планируются изменения по 4, скажем так, направлениям. Очень кратко сейчас проговорим, а потом позже давайте подробнее остановимся на этих моментах. Итак, в экзаменационной работе 2023 года планируется сократить количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика». Что значит сократить количество заданий? Мы помним, что раздел «Грамматика и лексика» у нас состоял, в общем-то, из 20 заданий, и выпускники наши всегда в прошлые годы могли заработать 20 максимальных баллов за данный раздел. В 2023 году планируется сократить количество заданий базового уровня сложности на 2. То есть будет не 20 заданий, а 18. Во всяком случае, планируются такие вещи. Чуть подробнее потом мы с вами посмотрим. Далее. Планируется уменьшить максимальное количество баллов за выполнение, опять же, базовых
заданий базового уровня сложности, разделов аудирования и чтения. То есть это задание 1, 2, 10 и 11. Ну, если вы вспомните, опять же, демоверсию, она достаточно... то есть задания очень много лет уже, в общем-то, не менялись. Мы помним, что первое и второе задание – это задание раздела аудирования, опять же, базовый, да, уровень сложности. 10 и 11 – это задание раздела чтения. И, в общем-то, максимальный балл за верное выполнение заданий 1.11 является 3, становится 3. И максимальный балл за верное выполнение заданий 2 и 10 равен 4. То есть, опять же, это проект, это предложение. Ну вот что лично волнует, наверное, больше всего меня, не знаю, как вас, это то, что максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы планируется уменьшить со 100 до 86. Мы очень с вами хорошо жили много-много-много лет, десятки лет, когда у нас было, то есть количество первичных баллов и вторичных баллов совпадало, то есть все было прозрачно, понятно и нам с вами, и нашим учащимся, откуда, за что мы получаем баллы. На данный момент, то есть не совсем пока ясно, поскольку нет утвержденных документов, вот этих вот шкал перевода первичных баллов во вторичные. И вот, для меня лично пока непонятно, это темный лес. Будем смотреть, будем изучать документы и будем разбираться дальше. Ну и четвертое такое направление, в общем-то ожидаемое тоже направление, уточнены формулировки заданий. 38 письменной части и задание 4 устной части. Я проговорю задание 38 письменной части, для тех, кто, может быть, не смотрел демоверсию, проект демоверсии, это бывшее задание 40-е, задание высокого уровня сложности, развернутое высказывание, письменное высказывание на основе таблицы диаграммы. То есть уточнялись формулировки, что тоже, в общем-то, ожидаемо, поскольку задание было в прошлом году у нас новым, и, в общем-то, ожидались некие его преобразования в этом направлении. Итак, ну вот еще разочек посмотрите, пожалуйста, на такую замечательную табличку, просто чтобы мы понимали, откуда и что берется, сокращается и так далее. Если мы посмотрим на обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2022 года, с текущего года, мы с вами очень четко видим, что за раздел «Письменная часть», то есть вообще по письменной части, за каждый из разделов письменной части участник ЕГЭ мог получить максимальное количество баллов 20. Если же мы посмотрим на ту же самую разбаловку, скажем так, обобщенный план ответа за 2023 год, который опять же предлагается, то мы уже видим, что за раздел аудирования выпускник может получить только 14 баллов, за раздел чтения также 14 баллов, и раскрою тут полосочку, и мы видим, что раздел грамматика, лексика, уже проговорили, да, сокращается количество заданий, соответственно, уже не 20 баллов, а 18 баллов максимум. Раздел письменная речь, в общем-то, ничего здесь у нас не меняется, никому не жалко, видимо, давать выпускникам эти 20 баллов, потому что раздел письменная речь включает в себя такие продуктивные достаточно виды заданий, и, в общем-то, оцениваться они должны, наверное, на мой взгляд, адекватно. 20 баллов. Ну, вот опять же, если мы посмотрим на выдержки из спецификации, то мы понимаем, что сокращается у нас количество заданий базового уровня сложности. Также сокращается количество баллов, которые могут получить участники ЕГЭ именно за выполнение заданий базового уровня сложности. Ну и вот к чему же это может нас привести, нас и наших детей? Наверное, к тому, что теперь ребятам со слабой такой языковой подготовкой, со слабым уровнем развития компетенций будет гораздо сложнее сдать экзамен. Итак, еще одна выдержка из спецификации, на что стоит обратить внимание. Уже проговорила, что сокращается максимальный балл за выполнение отдельных заданий.
И вот прописано четко, каким образом будет оцениваться, то есть высчитываться количество баллов. Красненьким подчеркнула, за каждое неверное указание элемента на соответствующей позиции ответа балл за ответ уменьшается на 1. Ничего не понятно, если так вот просто взять, пробежаться глазами, надо, наверное, посмотреть конкретно по каждому заданию. Я напоминаю, это касается заданий 1 и 2 раздела аудирования и заданий 10-11 раздела чтения. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, раздел аудирования. Раздел аудирования – первое задание. Мы помним, оно достаточно такое традиционное, мы помним, что это задание на соответствие. Участникам экзамена предлагается прослушать 6 коротких высказываний и, в общем-то, сопоставить данные высказывания с предложенными утверждениями. Так вот, если в 2022 и вообще в прошлые годы выпускники могли получить максимальное количество баллов за выполнение данного задания 6, за каждое верное соответствие, да, то в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ 23 года максимальный балл за выполнение данного задания, то есть предложен 3. И получается, что если выпускник допускает одну ошибку из 6, получается, максимально возможных соответствий, то он наказывается на 1 балл. Вот я еще раз вернусь вот к этому длинному предложению непонятному. За каждое неверное указание элемента на соответствующей позиции ответа балл за ответ, общий ответ, уменьшается на 1. То есть одна ошибка – это уже не 3, а 2 балла. Ну, соответственно, 2 ошибки из 6 соответствий допустил у нас участник экзамена. Оказывается, участник экзамена на 2 балла уже, снимается 2 балла из 3 возможных, и получает он только 1. Ну, соответственно, если 3 ошибки в данном задании допущены, то, к сожалению, задание оценивается в 0 баллов. Печально. Печально, на самом деле, не знаю, как вы считаете, потому что даже, в общем-то, сильные учащиеся, ну, бывает, что по невнимательности или еще каким-то образом допускают ошибки даже в заданиях базового уровня. Далее, второе задание раздела аудирования. Мы помним, что это некий разговор двух лиц, друзей, как правило. Нам предложено здесь 7 утверждений, и, в общем-то, участнику экзамена необходимо определить, насколько данные утверждения соответствуют тексту, либо они не соответствуют, либо вообще информация не установлена в тексте. Если ранее за данное задание можно было получить 7 баллов максимально, то есть, опять же, за каждый правильный ответ, то по проекту демоверсии КИМ ЕГЭ 23 года максимальный балл за выполнение данного задания только 4. Опять же, та же система, получается, снятие баллов. За каждый неверно указанный ответ, то есть в линейке вообще ответов, снимается 1 балл. То есть одна ошибка из 7 уже не 4, а 3 балла. Соответственно, 2 ошибки уже не 4, а 2 балла. 3 ошибки 1 балл, ну и 4 ошибки из 7 получается, что выпускник не получает за данное задание, извините за тавтологию, вообще никаких баллов. Опять же, задание базового уровня. Следующее задание раздела аудирования – это задание высокого уровня сложности. Слава богу, здесь ничего не меняется. За каждый правильный ответ наши выпускники могут получить по 1 баллу, то есть максимальный балл 7. Поэтому, в общем-то, здесь особых изменений нет. Работаем как и прежде, да? То есть настраиваемся на эти баллы. Задание и так высокого уровня сложности, поэтому нет никакого, наверное, смысла каким-то образом наказывать детей за допущенную ошибку. Так, ну это у нас был раздел аудирования. Таким вот образом преобразовались у нас, не то что преобразовались задания, а именно преобразовалась система оценивания. Да? К сожалению, гораздо меньше баллов. То есть, если раньше наши выпускники могли получить 20 баллов за раздел аудирования максимум, то по проекту КИМ ЕГЭ 23 это только 14 баллов. Так, переходим к разделу чтения, коллеги. Если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, фиксируйте для себя. Потом можно будет обсудить.
Чтение. Раздел чтения также у нас включает 3 задания, напоминаю. 2 задания базового уровня сложности, 1 задание высокого уровня сложности. Ну, вот уже говорила, что задание 10 также оценивается, ну, аналогично, скажем так, оценивается заданию 2 раздела аудирования. Если раньше мы могли получить максимальный балл 7, то по проекту КИМ ЕГЭ-23 только 4 балла. Каждая ошибка в линейке ответов, то есть каждое неверное соответствие текста с заголовком, ну, в общем-то, получается, способствует тому, что выпускник теряет 1 балл. 1 ошибка – 3 балла, 2 ошибки – 2 балла, 3 ошибки – 1 балл. Больше значит 0. Вот аналогия, то есть здесь просматривается задание 2 аудирование, задание 10 раздела чтения. Аналогично оцениваются. Задание 11. Мы помним, что это некий текст с пропусками, в который, то есть, необходимо дополнить частями, да, фразами, предложениями. Максимальный балл ранее, который мог получить выпускник за выполнение данного задания, равнялся 6. В 2023 году планируется, что он будет оцениваться, то есть данное задание будет оцениваться в 3 балла. Аналогию мы здесь проводим с заданием 1 раздела аудирования. Задание 1 аудирование, задание 11 раздела чтения. Аналогично оценивается. Да? Одна ошибка в линейке ответов. То есть снимается 1 балл от 3 максимально возможных. 2 ошибки. Снимается 2 балла, остается 1 участнику экзамена. Ну, если 3 ошибки, половина, значит, к сожалению, выпускник получает только 0 баллов. Опять же, 10-11 задание базового уровня сложности. Ну и что касается заданий 12-18, то есть 3 задание раздела чтения, здесь все остается по-прежнему. За каждый правильный ответ выпускник получает 1 балл. Максимальный балл 7. Напоминаю еще раз, да, максимальное количество баллов за раздел аудирования из раздела чтения равняется 14 по проекту КИМ ЕГЭ 2023 года. Опять же, это проект, это предложение. Посмотрим, что в итоге у нас будет в утвержденной демоверсии. Так, переходим к следующему моменту. Вот уже проговорила, да, что в экзаменационной работе 2023 года планируется сократить количество заданий в разделе «Грамматика, лексика». Это наш 3-й раздел письменной части. Смотрите, пожалуйста, как оно выглядит вообще, вот если так наглядно оценить. То есть если ранее первое задание данного раздела, задания на грамматические преобразования, то есть это были задания 19-25, то в 2023 году в соответствии с проектом это задание 19-24. И если ранее выпускник мог получить на данном базовом задании, скажем так, 7 баллов, то сейчас только 6. Второе задание на словообразование. Второе задание, я надеюсь, мы с вами понимаем, да, второе задание, то есть второй блок заданий, скажем так, на словообразование. Если ранее это были задания 26-31, то сейчас это задание 25-29. Порядок заданий. То есть количество заданий уменьшилось, соответственно, порядок у нас тоже меняется. Да? Так, ну и последнее задание данного раздела также относится к высокому уровню сложности. Задание с выбором ответа. Здесь все хорошо. Здесь без изменений. За каждый правильный ответ выпускник может получить 1 балл. То есть к какому выводу мы приходим? Да? Задания высокого уровня сложности не планируется подвергать каким-либо изменениям, преобразованиям, усложнениям. Это понятно. Следующий раздел письменной части, уважаемые коллеги, это у нас письменная речь. Ну, вот, в общем-то, уже с 2022 года раздел «Письменная речь» включает в себя 2 задания. Одно из них – это электронное письмо личного характера.
Второе задание – это письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы и диаграммы. Ну, в общем-то, задания остаются в целом теми же. Больших таких глобальных преобразований не предвидится. Единственное, обратите внимание, поскольку у нас сократилось количество заданий раздела грамматика и лексика на 2, электронное письмо личного характера, то есть это задание 37 в соответствии с проектом демоверсии КИН ЕГЭ 23 года. Особых преобразований в данном задании, в общем-то, не ожидается. Максимальный балл, который могут получить выпускники, это 6 баллов. В целом формулировки остаются те же самые. Точно так же выпускнику необходимо написать ответ на электронное письмо друга по переписке, ответить на его вопросы, задать вопросы по указанной теме. В данном случае это ask 3 questions about his uncle. Соблюсти объем 100-140 слов. Ну и, в общем-то, соблюсти стилевое оформление, это должен быть неофициальный стиль, ну и правила написания, организации данного письменного высказывания. Задание базового уровня сложности. Я думаю, что ничего слишком сложного здесь нет. Напоминаю, что рамку перерисовывать не нужно. Напоминаю, что адрес и дата – это логическая ошибка. Все. Больше нечего мне сказать по данному заданию. Давайте лучше двинемся дальше и поговорим о задании 38, уважаемые коллеги. 38, я напоминаю, это бывшее задание 40-е. Уже в прошлом году, мы говорим прошлый год, хотя это на самом деле этот год, в 2022 году у нас изменилось, да, оно было новым в 2022 году. Выпускникам необходимо было написать развернутое высказывание письменное с элементами рассуждения и, в общем-то, проанализировать данные диаграммы в соответствии с планом. То есть ситуация коммуникативная такая, что выпускник выполняет проектную работу, в рамках работы над проектом находит данные, не знаю, где находит данные, может, в интернете, где-то находит данные и, в общем-то, комментирует, сравнивает, соответственно, с планом. Вот посмотрите, сразу бросается в глаза, что мы помним с вами в прошлом году вариант первый данного задания представлялся, то есть данные были представлены в виде таблицы, а во втором варианте данные были представлены в виде диаграммы. Ну вот мы видим некое такое преобразование, что ли, визуальное, да. В 2023 году планируется, что во втором варианте данные будут представлены в виде pie chart, то есть такой круговой диаграммы. Не знаю, как вам это. Лично мне нравится. Достаточно очень наглядно и красиво, и понятно, и доступно представлены данные опроса. Вот, это одно из изменений. Далее, что касается самой шапки задания, да, imagine that you're doing a project and on how teenagers relax after a busy day in Zetland. You have found some data on the subject, the results of the opinion polls. Ничего, в общем-то, не меняется. Здесь comment on the data and give your opinion. Единственное, на что мы обращаем внимание, это на формулировки, которые, в общем-то, претерпели некую такую эволюцию, что ли, в сравнении с 2022 годом. Смотрите, пожалуйста, на план. На что нужно обратить внимание. Точно так же выпускникам предлагается написать вступление, да, make an opening statement по теме проекта. Точно так же предлагается отобрать 2-3 существенных факта, то есть описать 2-3 существенных факта из данных, вот как раз таблицы, диаграммы. Дальше у нас идут некие преобразования. Смотрите пункт 3 плана. Если ранее, в прошлом году, в 2022 году, мы имели такую формулировку, как make 1-2 comparisons where relevant, и на этом было стоп, то сейчас, то есть получается, формулировка данная претерпела преобразование, подверглась эволюции, и от наших выпускников требуется также
привести свои комментарии, то есть выразить свое отношение к тем вещам, которые они сравнивают. Не просто сравнить, да, используя сравнительную степень прилагательного, допустим, но также выразить свое отношение, прокомментировать каким-то образом. Требуется некий комментарий. Если в 2022 году Мария Валерьевна Вербицкая так вот в рамках семинаров определенных на словах говорила о том, что ожидается какой-то комментарий. Но, тем не менее, то есть в процессе проверки никакими, в общем-то, документами это не было закреплено, и в процессе проверки не проверялось данное имя, данный момент. Не оценивался, не наказывалось за отсутствие, допустим, комментариев, все было хорошо. То сейчас данный, то есть комментарии конкретно, они закреплены как-то на версии, в плане, также они находят свое отражение в развернутой схеме оценивания, сейчас посмотрим. Поэтому, то есть это требование. Это требование, и за отсутствие комментариев ожидается, что пойдет некое такое наказание, снижение баллов. 4-й пункт плана у нас остается прежним. Необходимо выделить проблему, которая, в общем-то, может возникнуть в соответствии с тем или с тем, то есть в соответствии уже как раз по теме, и привести, то есть свой вариант решения данной проблемы. И некое, опять же, изменение в последнем пункте плана, посмотрите, conclude by giving and explaining your opinion. То есть в 2022 году вот это вот explaining данного слова не было, то есть наши выпускники просто эксплицитно должны были выразить свое отношение к проблеме. Здесь, то есть в 2023 году необходимо также объяснить, то есть привести некое объяснение. Выразить свое мнение, объяснить, почему ты так думаешь. Так, проговорила, что в развернутой схеме оценивания данные изменения также отражены. Посмотрите, то есть то, с чем работает эксперт при проверке. Да? Мы смотрим аспект 3, то есть он соответствует 3-му пункту плана. 1-2 существенных сравнения даны и прокомментированы. 5-й аспект соответствует как раз 5-му пункту плана заключению. Мнение автора, допустим, в данном случае о важности хорошего отдыха в нашей жизни в заключении выражено и обосновано. На эти моменты необходимо обратить внимание, когда мы с вами работаем с выпускниками. И критерии оценивания задания 38, посмотрите, пожалуйста. На самом деле изменений здесь не произошло. Во всяком случае, проект нам их не предлагает, что очень здорово. Также уже получается 2-й год подряд по критерию решения коммуникативной задачи допускается один неполный, неточный аспект, либо одно нарушение нейтрального стиля, несмотря на то, что это задание высокого уровня сложности. Так, вот это то, что касается письменной части, уважаемые коллеги. Я могла что-то пропустить, возможно, поэтому если у вас есть соображения или что-то вы где-то заметили, и я не проговорила, пожалуйста, будьте готовы сказать, что ли. Вот сейчас я закончу с устной частью, мы с вами обсудим. Перейдем к устной части. Устная часть. Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2023. Устная часть. Также устная часть в 2023 году планируется, что она будет состоять из 4 заданий. 3 задания базового уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложности. Я не буду подробно останавливаться на первом задании. Оно настолько традиционное, что уже просто, не знаю, не стоит о нем говорить. Это чтение отрывка научно-популярного характера. Задание не меняется, не планирует его менять. 2-е задание. Это условный диалог-расспрос. Необходимо участникам экзамена задать уточняющие вопросы в соответствии с предложенными, как же, господи, слово вылетело из головы,
с предложенным планом, то есть спросить allocation, equipment rental и так далее, да, опциями, вот, вылетело слово из головы, то есть предложены определенные опции, по которым необходимо задать уточняющий вопрос, да, в соответствии с рекламным объявлением. Тоже не меняется задание в сравнении с 2022 годом, поэтому долго останавливаться не будем на нем. Задание 3. Ну, вроде бы, как будто бы, если мы посмотрим так очень быстро, глянем на задание 3, тоже кажется, что, в общем-то, в сравнении с 2022 годом оно остается прежним. Да? Задание является неким условным диалогом интервью. Здесь нашим выпускникам необходимо ответить дать полные ответы на предложенные вопросы в течение 40 секунд. Ответ должен состоять из 2-3 предложений. Из 2-3 предложений. Ну и вот единственное, на что хочется обратить здесь внимание. Если ранее, в 2022 году, посмотрите, пожалуйста, вот на вот эту табличку, то есть оценивается, как задание оценивается. Да? Каждый полный ответ оценивается в 1 балл. Если его нет, этого ответа полного, если нет 2-3 фраз, 2-3 обусловленно коммуникативных фраз, то, в общем-то, ответ оценивается в 0 баллов. Но если в прошлом году формулировка звучала немного более размыто, что ли, то есть на 1 балл предлагалась такая формулировка, то есть возможны лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие, то в 2023 году в проекте КИМ ЕГЭ предлагается немного уже другая формулировка, посмотрите. То есть 2-3 коммуникативно обусловленные фразы, в которых отсутствуют элементарные лексико-грамматические или фонетические ошибки. И далее дана ссылка, сноска на некое приложение 1. Что же включает в себя приложение 1? Почему приложение 1, если это приложение 2? Интересно. Так, мы не будем сейчас на этом зацикливаться. Я посмотрю потом, что там такое не сработало, или у меня где-то опечатка, или что. Но речь идет именно вот об этих моментах. То есть, что значит лексико-грамматические или фонетические ошибки? То есть это те ошибки, которые относятся к уровню А1, А2. То есть участник ЕГЭ должен продемонстрировать, что он владеет, в общем-то, языковой стороной речи на уровне А1, А2. И не должен он именно допускать лексико-грамматических ошибок, которые соответствуют данному уровню. Ну, в общем-то, наверное, те коллеги, которые в прошлом году занимались с выпускниками, знакомы в целом вот с этим списком, потому что в прошлом году нам тоже предлагали, то есть в качестве таком, больше на рекомендательном, наверное, уровне данный перечень именно при оценивании задания 3. Но, опять же, он не был прописан четко в демоверсии. Сейчас демоверсия, проект, во всяком случае, демоверсия содержит вот это приложение. И то есть, понятное дело, что ребенку будут снижать баллы, если он допускает ошибки элементарного уровня. Ну вот вы можете задаться вопросом, наверное, почему вроде бы как будто бы задание 3 устной части относится все-таки к базовому уровню сложности. Так? Почему же тогда детей планируют наказывать за элементарные ошибки? Ну, здесь, наверное, я могу ответить только вот одной фразой буквально. Больше объяснений у меня нет. Мы все-таки должны понимать с вами, что базовый уровень ЕГЭ – это все-таки уровень ближе к А2+. А1, А2 – это уровень основной школы, ну, если проводить некие такие аналогии. Поэтому все-таки ошибки вот именно в данном направлении допускать нельзя.
Так, вернусь еще к заданию третьему устной части, уважаемые коллеги, и обращу ваше внимание вот на первый вопрос. Смотрите, тройной. Если в демоверсии прошлого года у нас не было таких тройных вопросов, то вот здесь мы такую ситуацию наблюдаем. Да? Ну, очень хотелось бы, конечно, чтобы в реальном ЕГЭ в июне месяце детям такие вещи не попадались, конечно, и были двойные вопросы, но тем не менее, если проект будет утвержден в том виде, в котором он сейчас, в общем-то, есть, то, наверное, в общем-то, стоит, наверное, и ожидать вопросов тройных, потому что будет все регламентировано. Вот. Но мы помним с вами, да, что несмотря на то, что задание базового уровня, порой выпускникам, несмотря на то, что это уже, в общем-то, взрослые люди, очень сложно запомнить, бывает, все три вопроса. Не то, что их не услышать, да, не то, что я не могу ответить на эти вопросы, я просто забыла. Бывает такое, к сожалению, поэтому ну, вот над этим нужно работать, нужно уделить внимание таким вопросам тройным. Я думаю, что стоит это сделать. Как-то научить детей, вот именно, может, заточить детей именно на том, чтобы они запоминали вопросы, запоминали, опираясь на какие-то ключевые слова, какие-то идеи, ассоциации, то есть что-то с этим нужно делать. Так, ну это что касается задания третьего. И последнее задание устной части, задание 4, оно представляет собой обоснование выбора иллюстраций к проектной работе и выражение своего мнения по ее проблематике. На экране вы видите скриншоты, скажем так, демоверсий заданий 22 года и 23 года. По сути дела, сама формулировка задания, в общем-то, не изменилась. Также imagine that you're doing a project. Единственное, что вот можно здесь обратить внимание, не знаю, насколько вам покажется это существенным, в 22 году звучало задание You're doing a project together with your friend. В 23-м, в проекте 23 года Imagine that you and your friend are doing a school project. Я не знаю, вы видите разницу? Я пока не могу для себя понять разницу, если честно, в этой формулировке, насколько она существенна. Но тем не менее, формулировка слегка изменилась. Теперь предлагаю посмотреть на план, потому что более такие серьезные преобразования как раз содержат план монологического высказывания. Я предлагаю вам посмотреть его вот в таком виде. Не знаю, кому будет удобно, неудобно, но все-таки. Итак, в 2022 году нашим выпускникам необходимо было сделать некое отступление, да, и вот в качестве первого пункта плана привести краткое описание фотографий, которые выпускник выбрал для проекта, обосновывая выбор фотографий для проекта. То есть неким образом связать с проектом. Да. Не всем и не всегда было понятно вот это вот слово justifying, наверное. То же самое слово justifying звучит и во втором пункте плана. Порой дети вот были, так сказать, confused. Что же мы видим в проекте КиниГЭ 23 года? Посмотрите. Explain the choice of the illustrations for the project. То есть justifying the choice of the photos немного преобразовалось в explain the choice of the illustration. В принципе, наверное, может быть, мы видим зелененькое. И в первый же пункт плана перекочевало вот это вот noting the differences, которое ранее, в общем-то, относилось ко второму пункту плана. То есть все вот это вот вместе необходимо сказать в самом начале, причем связать логично. Не знаю, насколько у наших выпускников это будет получаться. Далее. Мы помним, что если в 2022 году вторым пунктом плана являлось как раз say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos for the project. В этом году это все относится к первому пункту плана, но зато
разработчики КИМ ЕГЭ немного вот раздробили, получается, третий пункт плана mention the advantages and disadvantages of the two types, и там по плану, что у нас идет по ситуации. То есть в 23 году, в проекте 23 года mention the advantages 1.2 является вторым пунктом плана, mention the disadvantages является третьим пунктом плана. То есть мы понимаем, что поскольку вот эти вещи раздроблены, да, теперь для того, чтобы полностью выполнить аспект, необходимо достаточно развернуто раскрыть advantages, достаточно развернуто раскрыть disadvantages. Ну и последний пункт плана, мы смотрим, он не претерпел никаких изменений. Также необходимо выразить свое мнение по теме проекта и, в общем-то, сказать, что мы предпочитаем или предпочли бы и почему. Ну и заключение. Ну, на самом деле, не скажу, что настолько уж просто поменялось задание в сравнении с 2022 годом. Единственное, что нужно обратить внимание именно на структуру и на то, как можно логично здесь вот говорить так, чтобы развернуто как раз аспекты выполнять. Так, ну, уважаемые коллеги, в общем-то, наверное... да, кстати, развернутая схема оценивания, вот все эти изменения, извиняюсь, все эти изменения как раз отражены также и в развернутой схеме оценивания. Мы видим аспект первый, объяснение, то есть то, как вас оценивает эксперт. Объяснение выбора иллюстраций к проекту, а именно краткое описание, указание на различия дано, связь фотографий с темой проекта выявлена. Достоинства двух способов делать покупки названы, недостатки названы. То есть все отдельно, также и в схеме оценивания задания 4. Так, ну, вот это то, что я хотела очень быстро и briefly проговорить по поводу планируемых изменений в КИМ ЕГЭ 2023 года по английскому языку. Уважаемые коллеги, вот все, что я хотела сказать, я сказала. Сейчас, наверное, как-то завершу презентацию. Так, закрою демонстрацию. Так, и выйду к вам. Коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, какие-то замечания? Слушаем. Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста. Ну вот я, например, в этом году, нет у меня выпускников, 11-классников. И, для меня, конечно, не сказать, что данное изменение очень актуально, но тем не менее я считаю, что необходимо быть в теме, необходимо отслеживать те вот как раз преобразования, которые происходят у нас в контрольно-измерительных материалах, потому что они будут и дальше, и в последующие годы будет дальнейшая некая такая эволюция происходить. Скажите, в этом году вы готовите выпускников? Как вы работаете над этим? Как вы относитесь к тому, что нам предлагают, в общем-то, изменить в контрольно-измерительных материалах? Уважаемые коллеги, жаль, я вас не вижу. Есть ли у вас вопросы какие-то? Вы можете написать вопросы в чат. Так, чат пока пуст. По всей видимости, я так понимаю, вопросов нет. Ну ладно, ничего страшного. Я предлагаю дождаться все-таки того момента, когда Федеральный институт педагогических измерений все-таки у нас утвердит официальную демоверсию, мы посмотрим, сравним ее с тем предложенным проектом, по которому мы сегодня, в общем-то, очень быстро так пробежались, и остановимся на очень существенных вещах, которые нужно отрабатывать, о которых нужно говорить в рамках уже другой, наверное, следующей какой-то встречи. Если нет вопросов, я благодарю вас за внимание. Большое спасибо. И всего доброго, я желаю удачи вам. Хорошего вечера. До свидания.